Награды в честь 75-летия перегоночной трассы Аляска-Сибирь получают ветераны авиационной отрасли Якутии. Столица региона сыграла одну из ключевых ролей в работе воздушного транспортного коридора времен Великой Отечественной. Город Якутск стал опорным пунктом всей линии. И благодаря городу Якутску и сети аэропортов мы смогли справиться с серьезной задачей. О значимости Якутска говорит и известный историк Иван Негенбля. Больше 30 лет он изучает документы и сопоставляет факты тех событий. Результатом работы стали несколько книг, посвященных Алсибу. Хотя сам автор считает, что исторически правильно указывать в названии начальные, конечные и особо значимые пункты. А значит, трасса должна именоваться Фэрбэнкс, Якутск, Красноярск. Такого события, чтобы через территорию республики доставили на фронт 8 тысяч боевых и транспортных самолетов, причем центр этого события находился в Якутске, такого нигде не было. И еще в годы войны было построено около 20 аэродромов. Одна из книг Ивана Негенбля вдохновила авиаторов в 2015 году совершить перелет двух Дугласов по историческому маршруту. От Фэрбэнкса до Красноярска почти 6500 километров. Преодолевать этот путь в условиях Крайнего Севера в годы войны летчикам помогали наземные службы. Вся линия была построена меньше, чем за год. Пришлось построить радиопередающие центры, радиопеленгаторы, ангары, помещения для проживания личного состава, пилотов, наземных служб. Это целый комплекс инфраструктурных сооружений. За 3 года существования Алсиба по арктической трассе на фронт перегнали около 8000 самолетов. Сотни летчиков пали смертью храбрых. Память об их героическом подвиге жива до сих пор, в том числе благодаря подобным научно-практическим конференциям. Уже после войны инфраструктура Алсиба досталась Якутии, а многие специалисты продолжили работать на местах, что, несомненно, положительно сказалось на становлении авиационной отрасли и оказало большое влияние на дальнейшее развитие экономики региона. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев, Вести, Якутск.